Уважаемые коллеги, добрый день! Мы продолжаем наш цикл лекций по проблемам образования. На прошлой лекции мы сказали о том, что мы вас познакомим с концепцией, которая была разработана нами. Прежде чем говорить о концепции, я хотел прочитать вам преамбулу к этой концепции, чтобы было вам понятно, почему была написана эта концепция. Итак, мы так и пишем, что школа, как общественный институт, ставший в последние годы тормозом социально-экономического развития, является местом консервации и стагнации самого главного ресурса развития общества – человеческого капитала. Школа уже больше не может в своем нынешнем состоянии выполнять возложенную на нее миссию. Она оказалась не готова к тем вызовам, которые предъявляет человеку современный, сложный, нестабильный, неустойчивый мир со многими неизвестными. В этих условиях традиционная система образования с ее заорганизованной административно-командной системой по формированию винтиков общества, системой большей частью игнорирующей самый главный принцип научной педагогики природосообразности обучения, стал местом всеобщего усреднения личности. Тем самым она лишила не только личность, но и самого себя способности к развитию. Она полностью устарела, исчерпала себя, и поэтому никакие отдельные поправки, отдельные даже действенно важные нововведения не могут реально решить проблему современного образования. Реформы в области образования не принесли желаемых результатов, а некоторые из них привели к еще большему дисбалансу, полномасштабному тиражированию ошибок, обострению проблем внутри школы и к регрессу системы образования в целом. Все это усугубило резким снижением социального статуса образования. Выход из создавшегося положения может быть только один – через коренное обновление школьного образования и всей системы образования в целом. Готовы ли общество, государство и, самое главное, система образования и школа к изменениям? Да, готово. Ибо у нас нет альтернативы. Вопрос стоит так: быть или не быть. Мы должны пойти на этот решительный шаг. В противном случае будущее наших детей будет непредсказуемым. Это преамбула нашей концепции. Вы по содержанию этой концепции поняли, что действительно наша система образования сейчас требует коренной перестройки, коренных изменений. Далее мы в нашей концепции пишем следующий абзац, идет, какая должна быть современная школа, потому что все начинается со школы, где эта школа то место, где дети больше всего времени проводят там, именно в детском, юношеско-подростковом возрасте. И мы говорим дальше, вот в этой концепции пишем, что школа должна измениться, и это очевидно. Она должна стать местом, куда бы дети стремились бы, где им было бы комфортно, где для них были бы созданы все условия для развития и творчества, где они не отбывали бы время, а жили интересной, полноценной жизнью. На сегодняшний день, как мы все знаем, день школы все еще остается неколебимым оплотом и реликтом индустриальной парадигмы образования, являясь местом тотального усреднения личности. Школа стала местом дрессуры. Школа не должна быть местом дрессуры. Она должна быть кузницей подготовки кадров для настоящей и будущей нашей нации. Следует помнить при этом слова Блонского,
предупреждавший еще на заре становления советской системы образования о том, что однотипная учебная школа с одними и теми же занятиями может стать социальным и психологическим абсурдом для всего юношества страны. И поэтому мы в нашей концепции говорим о том, что какая должна быть современная система школьного образования, что современная школа прежде всего должна быть трудовой. Трудовое начало должно пронизывать всю образовательную вертикаль с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей. И вместе с тем современная школа должна быть местом, должно быть максимально разнообразной и многосторонней на каждой своей учебной ступени, исходя из наклонности учащихся, общественного спроса и местных условий. Современная школа должна быть, мы дальше говорим о том, чтобы она была многоязычной, ибо век глобализации, когда одним из основных навыков 21 века является коммуникация, знание нескольких языков становится, в общем-то, велением времени. В этих условиях мы в концепции пишем, что современная школа должна стать многоязычной. Это, во-первых, на первых порах это, возможно, кыргызский, русский, английский язык. Почему английский? Вы, наверное, прекрасно знаете, что английский язык на сегодняшний день является, в общем-то, неоспоримо лидером, ибо основная информация, более 80% печатной продукции издается на английском языке. И поэтому мы дальше говорим, что в современном мире уже накоплено достаточно количество разнообразных эффективных форм и моделей организации обучения детей школьного возраста. Появилось много различных альтернативных типов и форм школьного образования. И поэтому монопольное положение традиционного школьного образования в обучении детей, казавшееся незыблемым, постепенно начинает уступать место более современным инновационным формам организации школьного образования. Это homeschooling, unschooling, проектные школы, общественно-активные школы и так далее, адаптивные школы и так далее. Мы на пороге больших революционных изменений в школьном образовании. Иного пути у нас нет. Все эти изменения возможны только через демократизацию школьного образования и всей системы образования в целом. Следующий пункт нашей концепции мы очень специально выделили отдельным пунктом, это демократизация школы. Вы прекрасно знаете, что административно-командная система управления образованием стал тормозом обновления и реконструкции всей системы образования. На сегодняшний день школа живет сама по себе, общество само по себе. При этом школы повернуты назад к тому миру, которого уже давно нет. Школа оторвана от жизни, она далеко отстала от жизни. Как говорил Селестен Френе, школа, если в обществе идет 10 км в час, то школа, приблизительно в таком смысле, что школа идет 1 км в час. И поэтому школа на сегодняшний день безнадежно отстала от общественной жизни. И поэтому мы далее пишем, что школа должна повернуться лицом к обществу, к интересам личности. Необходимо преодолеть отчужденность общества от школы и школу от общества, изолированность школы от процессов, происходящих в общественной жизни. Далее мы говорим, что демократизация школы – это открытость ко всем новациям, ко всему тому, что дает возможность школе стать площадкой прогрессивных начинаний и инновационных преобразований.
что демократизация школы – это либерализация и децентрализация управления как основа демократизации всей системы школьного образования. Далее мы говорим, что демократизация школы – это отход от стандартизированного подхода в разработке содержания и технологий образования. Далее мы говорим, что демократизация школы – это учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, развитие и взращивание задатков и способностей, заложенные природой. Далее мы говорим, что демократизация школы – это выбор формы деятельности, направления, технологии, форм управления, широкое участие общественности в жизни школы. То есть без демократизации школы какие-то реформы, они, в общем-то, будут провести какие-то инновационные преобразования в школе, просто будет невозможно. Следующий абзац нашей концепции мы уделили внимание о гуманизации и гуманитаризации школьного образования. Гуманизация образования, как мы так и пишем, что это очеловечивание гуманизация школьного образования вообще-то начинается с очеловечивания школьного урока. И тут мы приводим слова Шалва Александровича Аманашвили, который пишет, что нынешняя теория и практика урока износилась. Уроки в школе превратились в какие-то застывшие в разных методических позах изваяниях, изображавшие рукопашную битву учителей с учениками, когда первые хотят их образумить, а вторые упорно не хотят образумиться. Теория и методика сделали урок безжизненными и бездушными. Для него не существуют дети, ребенок, все они для него только ученики, обязанность и долг которых учиться. Урок предан не детям, а законам формальной дидактики. Он основная форма организации процесса обучения, а не основная форма организации жизни самих детей. Урок нуждается в обновлении и очеловечивании. Шалва Аманашвили. И поэтому, наверное, мы также в нашей концепции пишем о том, что у большинства наших детей нет желания ходить в школу, так как школу они посещают по принуждению. Им в школе неуютно, они чувствуют себя дискомфортно, в школе они отбывают время, как некую установленную сверху обязанность. Вы, наверное, это каждый день замечаете, как наши дети с неохотой собираются в школу. По каждой причине стараются увильнуть от школы. И поэтому в итоге мы получаем, что тем самым школа стоит сейчас, то есть школа стала том местом, где, как мы выше сказали, местом консервации и стагнации человеческого капитала. И поэтому мы говорим, что гуманизация всего учебно-воспитательного процесса и ее основного компонента урока, ученик должен не отбывать время на уроке, а проживать. Весь учебно-воспитательный процесс должен охватывать ребенка полностью, принимая ее таким, какой он есть, и творить в нем свободного, развитого и образованного человека, создаваемого для жизни и деятельности в обществе свободных людей, живущих по законам гуманности, заботящих о жизни будущих поколений и не только о своем благополучии. Далее мы говорим в нашей концепции о гуманитаризации образования. Это прежде всего поворот к очеловечиванию знаний, формированию гуманитарного мышления, как основу нравственной ответственности человека перед другими людьми, обществом и природой. И здесь мы приводим, что вот наше обучение в какой-то мере сформировало технократическое мышление, и в нашей концепции мы приводим слова профессора Зинченко, что технократическое мышление – это рассудок,
которому чужд разум и мудрость, для технократического мышления не существует категории нравственности, совести, человеческого переживания и достоинства. Сейчас такой тип мышления стал реальной силой, сыграл не последнюю роль в возникновении многих глобальных проблем современности. Это мы прочитали слова профессора Зинченко. Далее мы говорим, что гуманитаризация образования – это поворот к своим корням, культуре, духовности, а между тем образование уже длительное время существует при острейшем дефиците духовной культуры. И дальше мы говорим, что в школу должны быть возвращены все виды искусства, как основу формирования у учащихся духовно-нравственной и эстетической культуры. На сегодняшний день искусство великое и непонятное пока школой, сила творчества. В основе формирования творческих способностей в школе лежит через искусство, и только оно может это делать больше и лучше всех других средств, имеющихся в системе образования. Преступно, что до сих пор эта сила в школе нами абсолютно не используется. И далее мы приводим слова профессора Алексеева, что только искусство способно приобщить детей и очень рано к творчеству, как к личностному художественно-образному мышлению. Искусство предлагает ребенку две самые надежные формы развития – деятельность и восприятие. То есть, далее мы с нашей концепцией останавливаемся про цифровизацию образования. Ну, о цифровизации образования сейчас много сказано, приблизительно все те моменты, которые были заложены в концепции цифрового развития нашего Кыргызстана, основные положения были нами учтены в нашей концепции, что те дети, которые сейчас, в общем-то, учатся в системе школьного образования, они уже живут в совершенно других измерениях. Как мы говорили в нашей концепции, мы сказали, что наши дети в основном уходят в виртуальный мир, живут где-то наполовину в виртуальном мире, в реальном и в виртуальном мире, что все эти проблемы как раз-то школа должна в ближайшее время решить в пользу будущих наших детей. Потом в нашей концепции особое внимание уделяем проблеме воспитания. Ну, как мы знаем, что в современной системе образования воспитание, воспитательная деятельность складывались и осуществлялись в условиях административно-командной системы, где все воспитательные мероприятия декларировались сверху и навязывались как обязательные для исполнения. При этом полностью игнорировались интересы детей. И далее мы пишем, что школа в эпоху глобализации должна возродить полную суть воспитания, основываясь на духовных, культурных традициях народа, как процесс организации совместной жизнедеятельности взрослых и детей. Далее мы в нашей концепции говорим, что в основе воспитания лежат культурные ценности, которые передаются из поколения в поколение. Знание культурных ценностей и традиций дает возможность ребенку жить в гармонии с обществом, способствует социальной устойчивости и продуктивной включенности в общественную жизнь и труд, а также формирует личный психологический комфорт. Далее мы пишем, что школа, прежде всего, должна отказаться от воспитания как своего рода учебного предмета, который стоит в расписании внеклассных мероприятий и предельно заорганизован. Необходимо перевести воспитание на деятельностную основу,
Другими словами, на рельсы самодеятельности. Как говорил Макаренко, словесное воспитание без сопровождающей гимнастики поведения есть самое преступное вредительство. И мы должны всегда помнить слова Антона Семеновича Макаренко, ибо многие зарубежные страны часто цитируют, часто используют те методы воспитательной работы, которую использовал еще на заре советской власти Макаренко. Далее мы останавливаемся, каким должен быть вообще современный учитель. Учитель – это один из главных фигур в школьном образовании. До тех пор, пока все нововведения не пройдут через ум, душу, сердце учителя, он не будет мотивирован, не будет готов к переменам, никакие реформы в школе не произойдут. И действительно, до тех пор, пока мы не начнем уделять то внимание, до тех пор, пока мы учителя не поставим на такую высоту, на которую когда-то говорил Владимир Ильич Ленин, на которую никогда он не стоял, я уверен, что никакие позитивные изменения в системе школьного образования не произойдут. И поэтому мы снова здесь говорим, цитируем Шалва Александровича Аманашвили, который говорил, что учитель – это духовный наставник народа. Государство, которое забывает нужды учителя, никогда не станет сильным. Сильный учитель воспитывает детей сильными, счастливый учитель счастливыми. И мы далее говорим, что время не терпит. На сегодняшний день Кыргызстану необходим умный, хорошо образованный учитель. Современный учитель должен быть творческим человеком, горячо влюбленным в свое дело. Ибо мы далее говорим, в нашей концепции пишем о том, что учитель – это духовный наставник всех рангов и поколений, начиная с детского сада и заканчивая университетом. Учитель должен восприниматься как один из самых престижных фигур. И поэтому необходимо привлекать к этой работе наиболее умных и талантливых людей. И это совершенно необходимо. Ибо более важной задачей, чем учить и готовить к жизни тех, кто придет на смену нынешнему поколению, в общем-то, мы все понимаем, что без умного, талантливого учителя поднять экономику страны, поднять жизненный уровень, культурный уровень нашего общества просто невозможно. И поэтому мы говорим, что сейчас, в общем-то, в системе вузовского образования какой-то у нас сложилась в системе подготовки учительских кадров какой-то остаточный принцип и в обучении, и приема абитуриентов на педагогические специальности. Мы должны изменить эту ситуацию. До тех пор, пока мы не изменим эту ситуацию, мы дальше двигаться просто-напросто, каких-то видеть позитивных изменений в нашей системе образования мы просто с вами не сможем. Я заканчиваю на этой свою лекцию. До скорой встречи. На следующих лекциях мы будем говорить, дальше продолжать рассматривать ту концепцию. Мы более подробно остановимся, какая должна быть структура современной школы, остановимся на начальной школе, основной, старшей школе, какая она должна быть и так далее. Спасибо за внимание.